Под Новый год пушистая лесная красавица – неизменная гостья в каждом доме. К украшению праздничной елки каждый из нас относится с особым трепетом и ответственностью. Среди сотен тысяч игрушек и декоративных штучек очень сложно найти правильные. Те, которые сделают вашу новогоднюю ель особенной, с характером. Георгий Тлатов называет себя народным художником. Росписью деревянных елочных игрушек мастер увлекся не так давно. Сюжеты на шарах рождаются самые разные, но всегда с национальным колоритом. Я патриот своей родины, люблю очень Осетию, обычаи осетинские, людей, лица наши люблю. Я наш юмор люблю и пытаюсь в игрушках людей с хорошим настроением рисовать, осетин. Много лет Георгий жил далеко от родины, в солнечной Португалии. Признается, что в разлуке полюбил все, что связано с родной культурой и традициями. Сегодня это чувство помогает художнику создавать самые настоящие шедевры. Я смотрел старые фотографии осетин в национальной одежде, как они выглядели там. Свою часть я вкладываю в то, чтобы популяризировать именно национальное, чтобы не забывали люди, кто мы. Мастер никогда не берется за любимое дело в плохом настроении. Считает, что игрушки впитывают негативную энергию. У меня нету одинаковых шаров. У меня каждый шар – это то, что мне захотелось в данный момент нарисовать. Иногда долго, иногда очень быстро. Герои иллюстраций чаще всего вымышленные персонажи, но у всех есть прототипы. Это случайные прохожие, которых Георгий встречает на улицах Владикавказа. Яркие и запомнившиеся лица становятся украшением праздничной елки. Очень часто мужчина и женщина в разных ситуациях. Обычно это взрослые осетины, потому что у них более лица колоритные. Каждый шар – это произведение искусства, которое рождается из вот такой липовой заготовки и фантазии автора. Для того, чтобы изображение получилось объемным и ярким, акриловая краска наносится в несколько слоев. После этого шар покрывается лаком. В уютной мастерской художника рождается настоящее чудо. Елочные игрушки, расписанные в остинском стиле, не могут оставить равнодушным никого. А колоритные герои, изображенные на шарах, рассказывают истории. Истории разные, но всегда добрые.